Всем привет! Сегодня 10 февраля 2024 года. Записываю очередное видео на тему приглашения на работу в Польшу, обман с приглашениями, как обманывают людей с приглашением на работу. Вот, покажу вам оригинал приглашения на работу с живой печатью, с электронной печатью. И чтобы вас не обманули, потому что часто ко мне звонят, пишут, спрашивают, можете проверить мое приглашение. Вот. Ну, в общем, самые популярные темы, ну, как обманывают людей. Вот. Ну, начнем с того, что приглашение на работу, еще их называют разрешением на работу, называется зазволение. Вот. Вот так вот оно выглядит. Здесь получается слева будет герб Польши, также под гербом воеводства, в котором сделали вам приглашение. С правой стороны будет город, в котором сделали приглашение, и дата, от которого было изготовлено. Вот. Далее идет зазволение, номер. Вот здесь будет фирма, обычно агентство, которое вам подготовило разрешение. Также контакты агентства, электронный адрес и телефон. Далее идет имя, фамилия кандидата, то есть сотрудника будущего, которого приглашают на работу. Страна, дата рождения, должность на польском. Кстати, приглашения все изготавливаются на польском языке. Далее идет вид договора, сколько часов, зарплата. Также в самом низу будет наименование организации, предприятия, куда вы поедете на работу. Иногда бывает, что организация не указывается. Кстати, из-за этого тоже могут и отказать тоже в посольстве визе. И потом период приглашения. Получается, период, с какого по какое актуально это приглашение и с помощью которого вы сможете получить рабочую визу. Обычно выдают на 1 год. Но бывает такое, что на 2 и на 3 года. Это делается для того, чтобы вы успели получить рабочую визу в посольстве. Потому что иногда бывает, что в посольствах затягивают жеребьевкой. Вот, это часто происходит в Ташкенте и в Алмате, вот, и в Баку. Далее переворачиваем. В самом низу будет ссылка. Получается, здесь написано, что документ подписан электронно. Вот, и подчеркнуто. Это означает, что это приглашение, оно с электронной печатью. Вот. С электронной печатью и живой печатью они одинаковы по силе. Вот. И преимущество электронного приглашения в том, что с ним можно уже подаваться в посольство. Не дожидаясь оригиналов документов, вот, с ним можно подаваться в посольстве. Его обычно отправляют по почте, по WhatsApp, вот, вам в PDF формате. Вы его просто распечатываете и с ним подаетесь на визу. Вот. В этом преимущество большое. Вот. Теперь я вам покажу разрешение на работу или приглашение на работу живой печать. Оно такое же, как и предыдущее, но единственное, с этой стороны будет красная печать и подпись. Вот. Подпись оригинал и печать. Это называется живая печать. Вот. Если вам отправили приглашение, скажем, по почте или по электронной почте, либо по WhatsApp, скажем, просто сфоткали такое приглашение, то с таким приглашением вы не сможете податься в посольстве. Посольство принимает именно оригинал. Вот, чтобы было ваше разрешение в оригинале, вот живой печати. Вот, копии, его ксерокопии, они не действуют. Вот. Либо вы сдаете оригинал в посольство, либо вы сдаете приглашение с живой печатью. Теперь такой момент. Как обманывают с приглашениями? Вот, очень часто, очень много мне пишут, звонят. В общем, такая схема.
есть, скажем, мошенники, которые находятся на территории Польши. Вот, они подают объявление, что также делаем приглашение, все оперативно, актуальные вакансии, даже могут сказать, что я работаю в Германии. Вот. Они запрашивают у вас паспортные данные, вы им отправляете, вот, и говорят, что стоимость приглашения и работы будет стоить 300 евро, для примера. Вот, отправьте нам 50 евро, вот, мы вам отправим оригинал приглашения, вот, вы его получите по почте, живой печатью, вот, с красной печатью. Вот, и потом вы нам отправите уже остаток 250 евро. Вот, и вы будете подаваться в посольство. Или мы поможем вам с подачей посольства. Вот такая вот схема есть. Но фишка в том, что вот такое приглашение, его могут подделать. Вот, получается, подделать на фотошопе. Просто возьмут оригинал другого приглашения и на фотошопе меняют ваше имя и фамилия. Вот, и там страну меняют. Могут дату поменять снизу, вот, и распечатать на цветном принтере, вот, и отправить вам по почте. Вот. Такие случаи было несколько раз. Вот мне писали тоже. И потом, как мы проверили, получается, что это подделка. Ну, в общем, была такая ситуация, что два парня одновременно обратились к этому человеку, вот, заплатили по 50 евро. Вот, и он им отправил почтой, обычной почтой эти приглашения. Вот, но фишка в том, что они получили приглашение, и у них, получается, ну, разные фамилии, но номер зазволения, номер разрешения одинаковые. Вот что в первом, что во втором приглашении у них номер был одинаковый. Такого не может быть. Это вот первая, получается, первая пометка, где мы обратили внимание. Вот. Каждое разрешение на работу, каждое приглашение, оно будет индивидуальное. Номер будет отличаться. Вот. Не может быть такого, чтобы на двух разных людей было разрешение с одинаковыми номерами. Они всегда разные. Потом воеводство. Воеводство – это как область в Польше, вот под гербом. Получается, если у вас, скажем, приглашение было выдано в Катовицах, то у вас воеводство будет Шлёнска. Вот. Не может быть такого, чтобы здесь, допустим, было Варшава, скажем, а воеводство Шлёнска. В общем, город и область не могут быть разные. У вас должно быть одно. Вот. Если Варшава, то, соответственно, Мазовецкое воеводство. Вот. Это второй момент. Вот такая вот схема мошенничества получается. Вот. И третий способ проверить это разрешение можно... Просто зайти на сайт посольства, вот, попытаться подать заявку на визу, вот, зарегистрировать это приглашение, и буквально через 3-4 дня вам придет ответ на почту. Если вы успешно ваше приглашение